В начале сентября, находясь в очередном отпуске, я, возвращаясь на борту самолета, спал. Во время сна меня разбудили, мотивируя, что нужна врачебная помощь. После того, как я оценил обстановку происходящего, я заметил, что женщине плохо, у нее был судорожный синдром. Я попросил пассажира, находящегося рядом, помочь положить ее на проходе. И там же, на этом узком проходе, после того, как мы ее положили, оценил ее состояние здоровья. Вот, у нее был судорожный синдром, холодный липкий пот, бледность кожных покровов. Женщина находилась без сознания, на вопросы не реагировала. Вот. После оценки состояния мною было принято решение дать кровоприток головному мозгу, и я попросил, чтобы приподняли ноги. Далее, путем надавливания на носогубную складку и поворачивая голову направо, и повторно повторяя эти движения, мы привели в чувство женщину. После того, как она начала реагировать на вопросы, было принято решение перевести ее на хвостовую зону самолета для того, чтобы в более открытом пространстве, потому что на проходе очень узко было, и перевели в хвостовую часть, положили ее на пол, более широкое место, и как раз подошла уже врач-кардиолог. После совместного осмотра были даны рекомендации, после того, как она пришла в себя. Оказана первая медицинская помощь. Вот. Я думаю, это обязанность каждого военнослужащего, каждого врача, и не только. Каждый на моем месте поступил бы так же, чтобы помочь и оказать помощь человеку, который на высоте и в таком состоянии.